Продолжаем изучение творчества Моцарта, Шуберта. Речь пойдет сегодня о главнейшем жанре, о жанре песни. Я говорю песня по-немецки, лид. Это то, что мы называем в России романсы, песни. И вообще он не только романсы и песни. Шуберт, по сути, стал открывателем, наверное, всех вокальных жанров, что и сегодня. Во-первых, романсы бывают разные. Во-вторых, и песни бывают разные. Песни лирические, песни шуточные, песни повествовательные, то есть эпические. Песни в народном стиле. Дальше есть баллады, которые тоже придумал он. Есть сцены или сценки, если маленькие. Есть сцены драматические, сцены комические. Все это есть у Шуберта. Но просто все это я покрываю одним словом песня. Итак, жанр для него главнейший. Главнейший по двум причинам. С него он начал, с него он кончил. Писал всю свою короткую жизнь. То есть жанр сквозной, сквозь всю творческую жизнь прошел. Дальше, в этом жанре Шуберт достиг раньше, чем в музыке инструментальной, в сонатах, в симфониях, в квартетах, самобытности, мастерства и зрелости. Ранние песни Шуберта, мы их сегодня будем слушать, изучать. Великие песни, ставшие классикой, которые поют великие певцы сотнями. Это песня, которую он писал в вашем возрасте уже. Третья причина, почему это главнейший жанр. Потому что, напоминаю, в этом жанре писал столько, сколько ничего другого не писал. Ни опер, ни квартетов, ни сонат, ни экспромтов, ни музыкальных моментов. Около 600 песен. Фантастическая цифра. И в-четвертых, это может быть самая главная причина. Потому что в этом жанре он себя полностью выразил. Говоря иначе, в этом жанре он воплотил все то, о чем думал, что переживал. То есть весь строй мыслей, чувств композитора Шуберта здесь есть. И мы можем дать слушать симфонии, сонат, экспромтов, музыкальных моментов, мес его квартетов и знать, о чем этот художник писал музыку. Вот почему главнейший жанр. Я напоминаю, что именно Шуберт сделал жанр песни великим, жанр общепринятым, уважаемым. Он его поднял, потому что песни считались жанром низким, простым, грубым, незатейливым. Но и с тех пор уже более 200 лет, 200 лет, чуть меньше даже, если быть точным. Не просто жанр уважаемый, а жанр, в котором работают тысячи музыкантов по всему миру. И более того, очень хорошо живут. Как я вам говорил, сегодня лучше те, кто пишет песни, а не симфонии или оперы. Самое богатое это поп-сочинители. А если удачно написал песенку, растиражировали экземпляров 10 пластинок, то все. Только снимай пенки, больше ничего можно не делать. Самое обидное, что Шуберт не досталось и сотой доли этого. Его песни сделали ни знаменитым, ни богатым. В бедности и умер, как ни печально, написав такие шедевры. Итак, начал писать песни с молодых лет, в отроческом возрасте, вернее, в подростковом. Очень быстро в этом жанре добивается самобытности, мастерства и зрелости. С юности привлекала поэзия величайшего немецкого поэта Вольфганга Гёте. Поэтому ранние песни он написал на его стихи. Среди них «Полевая розочка», «Маргарита за прялкой» и «Вальдкёник». Я нарочно называю по-немецки, объясняю почему. Эту песню по-русски называют «Лесной царь». Но дело в том, что в Германии царей-то не было. Просто Жуковский, который перевел слово «кёник» немецкое, король, перевел как царь. Что королей в России не было. Понимаете, это довольно забавно. Тем более, что герой этой поэмы, баллады Гёте, герой немецких сказок и легенд. Поэтому царь как-то режет по ушам. Вальдкёник. Так вот, это шедевр его. И написано молодым парнем, которому было 16 лет. С этого начинается его блестящий путь. Я напомню, что он, когда написал, он в знак восхищения творчеством Гёте послал ему эти песни с дарственной надписью. Ну, а господин Гёте, он же ведь еще и был царедворцем, придворным политиком, он даже неизвестному автору из Вены не ответил. Не счел нужным откликнуться. Обидно. Но бывает всякое в жизни. Так, а потом уже песни полились в огромном количестве. Он написал десятками за один раз. К концу жизни, уже в 20-е годы, он приходит к идее создания цикла из песен. Он напишет 2 великих цикла. «Прекрасная мельничка», опять же по-русски это грубо, «Мельничиха». По-немецки приятнее, «Дешёвый Мюллерин». И «Зимний путь», Винтеррайзер. «Зимний путь». Итак, создатель разного рода песен, романсов, баллад,
драматических и комических сцен и монологов. Создатель всего в жанре песни. Поэтому от него потом развивалась интенсивная европейская песня. И, по крайней мере, немецкая песня, быть более точным, потому что у русской был свой путь развития, не менее яркий, самобытный. Вот, и если вам интересно это узнать, хотя через 2 года вам бы это повторил, можно сказать, что когда Шуберт писал свои великие песни, в России были не менее великие романсы и песни в то же самое время. Но русская песня шла своим путем. Теперь, Шуберт любил поэзию, знал поэзию, поэтому у него и стихи, извините, песни или стихи Гёте, верно. Но Шуберт был еще человеком, во-первых, хорошим другом, любящим друзей, а во-вторых, человеком очень мягким, отзывчивым и покладистым. А поскольку многие друзья были любителями-поэтами, может, вы сочиняете стихи, то, естественно, представьте, рядом с ними композиторы профессиональные. И они просили: Франц, ну напиши ты музыку на мои стихи, на мои песни. Ну, Франц писал, ему было неловко друзьям отказать. Поэтому очень много песен Шуберта написано не на профессиональные стихи, на любительские. Но любительские могут быть разными. Очень много стихи такого, знаете, среднего уровня. И среди имен поэтов, на которых писал, есть много имен неизвестных. Это не есть великие немецкие поэты, кроме Гёте. Повторяю, он был очень покладистым парнем. Ему было неловко отказать друзьям. Но в чем его талант? В том, что он умел своей музыкой великой поднимать поэзию до высот. Вот бывает так, мы слушаем какую-то песню, нам нравится. Мы ее напеваем, мы ее слушаем, потом как-то решаем отдельно взять на стихи посмотреть или почитать. Думаю, Господи, какие же стихи, это уж не стихи, это тексты, стишата. Читать там нечего. Все правильно. А когда с музыкой замечаем, кажется, так много поэзии, так много мыслей и чувств. Потому что композитор смог поднять музыку и стихи до своего уровня. Для этого требуется особый талант. Кстати, так потом Чайковский сочинять. Он тоже будет часто брать слабые средние стихи. Вот. И поднимать их своей музыкой до великих высот. А без музыки ничто, как говорится. Ну, повезло тем, кому обращали Чайковский и Шуберт Чайковский. Итак, раннее творчество. Песни «Полевая розочка», «Маргарита за прялкой» и «Вальдкёник». «Вальдкёник» — это не песня, это новый жанр баллады. Шуберт умел писать в народном стиле, в немецком народном, в австрийском народном стиле. Поэтому многие его песни в Австрии с тех пор стали народными. И как, кстати, в России некоторые песни Варламова, Гурилева или Алябьева. В общем-то, дело не новое. И вот песня «Полевая ручка» как раз пример того, что можно писать в народном стиле. Очень простая песня. Строфическая форма. То есть запев, припев. Вот и все. И запев, припев маленькие. Музыка повторяется неизменно в каждой строфе. Почему он так написал, кстати? Да потому что сам Гёте, автор стихов, тоже написал и стихи в духе народных песен. Очень простая поэзия. О чем идет речь? Да о том, что вот идет юноша по полю, видит красивый цветок, роза, естественно. Первое желание, как у любого из нас, сорвать, чтобы любоваться. И правильно. Она предупреждает, мол, ты осторожней, смотри, хоть я такая маленькая крупка, у меня есть шипы. Я тебя уколю. Ну, подумаешь, не поверил. Сорвал, укололся. Роза отомстила ему. Вот такой незатейливый сюжет. Так. Здесь у Шуберта, во-первых, это ранний Шуберт, а во-вторых, повторяю, он пишет в народном стиле, а это предполагает девушке вот что. Простоту средств музыкальной выразительности. Минимум всего, как в народной песне. Просто простая гармония, простая фактура, простой ритм. Но при всем при этом Шуберт находит приемы, чтобы показать тончайшие перемены в содержании стиха. Сейчас я, ах ты Господи, открою закрома Родины. Так, иностранная музыка, Австрия, Шуберт. Так, Шуберт. Винтерайзе, странник. Вот они. О, Боже мой. Да. Забыл, как говорить по-немецки. Так, это есть. Есть, нашел. Ага. Вот она. А теперь, прежде чем будем слушать, я вам расскажу кое-что подробнее. Да что ж ты? Ползает. Все, стой. Так, девушки. Песен у него много, у нас есть не все. Вот это число томов означает лишь то, что я взял по несколько экземпляров для вас. А на самом деле у нас не все 6 томов. Их 6 томов не все, опять же, избранных только песен.
Сегодня Шуберт был бы безумно богатым человеком. Он поспешил родиться лет на 150, на 200, бедняга. Так. Он, кстати, взял 2 тома, а здесь нет Гёте. Сейчас, минуточку, девушки. Песни на стихи Гёте. Смотрим. Немецкое главление, русское. Так. И здесь. Не двойник, правда, есть? Если надо. Но это будет у нас позже. Двойник, серенада. Среди стихов, к которым обращался, конечно, повторяю, кроме Гёте были и другие поэты. Хоть не все они были любителями. Был, например, поэт Рельштаб, один из ярких немецких поэтов-романтиков. Это, кстати, господа, тот самый Рельштаб, который взял, да и дал образное название сонате Бетховена «Лунная». Это его выражение. Так, на стихи Рельштаба будет потом писать и Шуман, и Мендельсон, и Йоханнес Брамс, многие. Но первым стал писать он. Так. Да, вот это... А где же песни стихи Гёте? Я просил Ларису Ивановну дать мне все, что есть. А я помню, что раз у нас были тексты песен на стихи Гёте. Найн. Ну ладно, это нам придется слушать сухомятку. Не в приглядку, в общем. Так. Итак, «Полевая розочка». Одна из великих песен на стихи Гёте. Образец песни, стилизованной под народную. Пример того, как можно очень простыми, немногими средствами добиться яркого художественного результата. А теперь слушаем. Дальше будет строфа с такой же музыкой, и еще строфа, но очень произойдет. Почему подчеркиваю? Девушки, запомните, такая форма называется строфической. Или, как мы говорим, неправильно куплетная. Львиная часть песен. Но дело в том, что Шуберт потом, которому надоело повторять музыку неизменно из строфы в строфу, придумал новую форму, до сих пор самую распространенную в песне. Это строфическая вариационная форма, в которой в каждой новой строфе при изменении стихов меняется и музыка. Что значит меняется? Поясняю более подробно. Но этим не появляется, нет, разумеется. Используется старая тема, старая мелодия. Но композитор с помощью изменений в ритме, в гармонии, в фактуре, в громкостной динамике, в артикуляции так меняет облик той же мелодии, что эти изменения отражают тончайшие перемены в стихах, в мыслях и в чувствах. Вот такая форма и называется строфической вариационной. Ее пионером, создателем был Франц Шуберт. И сейчас большая часть песен, что мы слышим даже в поп-музыке, именно так и делают. Хоть немного стараются ввести изменения в новую строфу. И вот песня «Маргарита за прялкой». Эта песня, в отличие от «Розочки», более сложная, потому что здесь можно говорить о забавном случае с каким-то юношей, с каким-то цветочком. Здесь говорится о судьбе девушки, о судьбе драматической, о ее страданиях, переживаниях. Это одновременно сцена. Вот сидит девушка за ткацким станком, придет и одновременно монолог. Монолог ее о своей жизни, о своей любви, о своем горе. Вот такой сплав жанровый, повторяю, сцены и монолога. Для этой песни Шуберт использует новые формы, новые для песни. Вот в жанре арии эти формы использовали. Это простая трехчастная форма. Так вот, в России подобные формы используют для романсов. Дальше. Маргарита, имя девушки, вообще-то этот образ восходит к другому
извините, я вас немного сбил с толку. Как раз у Шуберта называется песня «Гретхен за прялкой». Теперь объясню, почему он Маргариту назвал. Дело в том, что любой немец, когда читает эти стихи, произносит себя Маргарита. Дело в том, что выписан образом этой девушки Гретхен так, как выписана знаменитая Маргарита в драме, в трагедии Гёте «Фауст». Хотя бы слышали, я такое надеюсь. Там есть Маргарита. Так вот, да, это самая настоящая Маргарита. Но он дал в стихах этой девушки Гретхен отличное немецкое имя женское. Гретхен. Так вот, это Гретхен. Но повторяю, реально это Маргарита, та самая влюбившаяся Фауста, потом брошенная. Кроме того, Шуберт не забывает показывать в этом произведении вот что сейчас происходит настоящее и прошлое, которое он вспоминает, когда она была счастлива, все было прекрасно, замечательно. И показывает яркие контрасты перехода. Ну, как будто представьте, вот у вас ужасная, безрадостная жизнь, все вокруг тоскливо, неприятно, ужасно, отвратительно. Вы погружаетесь в мечты, в грезы или воспоминания. Вы не видите окружающий мир, там замечательно. Пришли в себя, оглянулись, и все опять по-прежнему, все ужасно. Вот это впервые показывает Шуберт. То есть, оказалось, можно жанром песни показать то, на что раньше посылались арии в операх. Теперь, она не просто сидит. Сейчас вы пишете, кто слушает, она сидит, придет. Это работа. Этим занимались миллионы девушек во всем мире. Они приняли ткань. Потому что тогда ведь не покупали ткань. Дорого было. Делали сами. Она работает. И вот Шуберт нам показывает это. И тоже новая находка. Он нашел приемы, как показать, что человек занят однообразной, монотонной работой. Сиди и крути колесо. Я видел прялку в амбаре своей бабушки, ну, вы, может, в музее видели. Да, такие в деревне раньше пряли. Работу монотонно, но освобождает мысли. Только руки заняты. И вот Шуберт находит приемы как? Он вводит в партию фортепиано фигуру, фактурную, мелодическую, ритмическую. И фигура это изображает, по сути, движение по кругу. Одно и то же. Возврата поступательного. Круга нет начала и конца. И вот потом, после Шуберта уже почти 200 лет, музыканты, которые будут пытаться показать подобный образ безостановочного движения по кругу, однообразного действия, будут приемы Шуберта использовать. Вот послушайте, как звучит. И так без конца. Вот это монотонная, утомительная работа. Это ищет партия фортепиано. Поэтому партия фортепиано здесь, прежде всего, играет роль изобразительную. Она изображает движение колеса. Итак, в начале, по сути, рассказ ее о том, что, вернее, видение мира. Все ужасно, все печально, кругом тоска, в душе горе и так далее. И вот тут она забывается и погружается мыслями в прошлое. Начинает вспоминать, когда все было замечательно. Когда она встречалась с своим возлюбленным, когда она была счастлива, и резко меняется характер музыки. Он сменяет тональность и лад. Музыка светлой, нежной, легкой. Она вспоминает образ своего любимого, его черты лица, она их описывает. И вот здесь важный момент. Шуберт такое еще одно сделает открытие. Глазами одного он показывает другого. Это портрет его, ее глазами. Поэтому меняется и мелодика. Немного меняется, но ощутимо, по-людски. Восторженные призывные интонации. Так, и вот в какой-то момент она понимает, что все это было, и это не вернется. Здесь музыка замедляется, объект тормозится, застывает, яркая каденция назад в старую тональность, фермата, акцент, диссонанс мощный. И вот представьте, она пришла в себя, оглянулась, та же комната, тот же полумрак, та же прялка, и надо жить, надо работать, делать нечего. Она берет колесо и начинает медленно вращать. И вот лишь после этого возвращается вот эта фигура, которой не было в середине, потому что она перестала работать, перестала крутить. Она была вся в мечтах, вся в грезах. И опять безрадостно уныла. Вот такое изобретение. Потом, вдохновленный этой знаменитой песней, сценой, монологом, Феликс Мендельсон Бартольди напишет песни без слов. Там уже не будет имени Гретхен или Маргарита, будет слова «за прялкой». И тот же прием, который использовал Шуберт в фортепианной партии, ведет туда. А теперь слушаем про Гретхен, она же Маргарита. Что такое здесь мышка? Что-то. Сейчас, мышка. Я беру картон. Бумагу он не любит, судя по всему. Точно, без бумаги.
Это первая часть. И опять безрадостная сегодня. Все. Тишина, пауза. Нехотя прялку начинает крутить. И опять эта работа. Это третья часть. Так. И после этого появляется баллада «Вальд-Кёник» на стихи Гёте. А теперь, девушки, объясняю, что такое баллада. Жанр, созданный Шубертом, получил блестящее развитие, и с тех пор написаны тысячи и тысячи баллад. Их пишут композиторы, их сочиняют поп-музыканты, рок-музыканты, джаз-музыканты. Потом Шопен придумает же инструментальную балладу, фортепианную, потом будет создана симфоническая баллада. В 20 веке джаз-музыканты придумают джазовую балладу, но родилось все это от Шуберта. Если быть более точным, конечно, музыкальная баллада, вокальная, придуманная Шубертом, родилась из поэтической баллады. Потому что вначале был жанр баллады, создан в поэзии. Немецкими, вернее, английскими, немецкими поэтами, прежде всего. Баллад вы слышите много, даже, может быть, не зная об этом. Теперь, когда вы знаете о том, что такое баллада, вам будет легче распознать ее. Итак, баллада. Во-первых, жанр повествовательный. В нем что-то рассказывается. В нем есть сюжет, в нем есть герой обязательно. Без этого баллады нет. Во-вторых, баллада — это история, которая кончается печально, драматично, страданиями, чаще смертью героя. И не просто смертью в постели, а гибелью. Гибелью героя. Баллада, как правило, происходит, события баллады в необычных обстоятельствах. В балладе чаще всего описывается место действия, очень часто пейзаж. В балладе есть прямая речь. Вот когда вы знаете теперь вот это, то вам будет легче распознать в известных произведениях баллады. Но это еще не все. Итак, баллады и повествования, то есть жанр эпический. Но, вы знаете, рассказать тоже можно по-разному. Спокойно, бесстрастно, холодно, сдержанно, можно возбужденно, взволнованно. Так вот, баллады всегда, повторяю, такой взволнованный тон повествования. Хотя, конечно, бывают исключения. Вот что такое баллада. Такое создали немецкие поэты, британские, вернее, вначале британские, потом немецкие, а потом и русские. Отцом баллады в России был Жуковский. Кстати, его баллада называлась именем Светлана. А теперь объясняю, что из этого вышло. А то, что он сделал в России это имя модным. И после этого в 19 веке тысячи девушек стали называть Светланами. Чтобы вы знали. Так что, видите, и поэзия может повлиять на жизнь. Это к слову. Теперь. Итак, это первая баллада музыкальная. Создалась Шуберт. И создал эту балладу, создал пример того, как надо писать баллады. В чем сложность этого произведения? Здесь несколько героев. Кстати, вот еще что. Очень многие баллады написаны на стихи, где есть элементы сказочности и фантастики. Иногда фантастики пугающие, страшные, в духе триллера. Там всякие призраки, загадки, мертвецы, покойники, чего только нет в балладах. Готовый сюжет для триллера. Так и здесь. Итак, лесной король. Это существо воображаемое, фантастическое, его никто не видел. О нем говорят только. Вальд-Кёник по-немецки. Есть мужчина, отец.
Есть его сын, ребенок. Кстати, о сыне. Жуковскому было трудно переводить с немецкого, находить эквивалент в русском, поэтому, значит, сын назван то сыном, то мальчиком, то младенцем. Сами понимаете, не на то и то же. А вы ведь тоже дочки, но вряд ли младенцем не заметили. Поэтому там не поймешь, сколько ли мальчику лет. То ли вот так вот, 3 месяца, то ли, значит, уже подросток, то ли мальчонка лет 6. Не поймешь. В любом случае, дитя, скажем так. Итак, 3 героя есть. Ну и что 3 героя? Да понимаете, если есть герои разные, то их нужно показать музыкой разного характера. Вот это сложность. Определение одно, написано для голоса и для фортепиано. Все. Вот Шуберт блестяще решил задачу. Здесь каждый имеет свой голос. И лесной царь, говоря словами Жуковского, и отец, и мальчик. И у каждого своя музыка, своя мелодия, свои интонации, мы их не спутаем. И у каждого свой характер. Потому что еще отец боится, что не сделает ребенка, он тяжело болен. Не знаю, чем это не важно. Ребенок в ужасе, потому что ему тянет руки лесной царь, хочет забрать с собой в чащобу, в лес. Ему страшно, он в ужасе, он кричит. И совершенно спокойно лесной царь ему еще бояться. Это его все боятся. Он волшебное существо. Поэтому в разные состояния переданы, душевные. Естественно, речь разная. Речь взрослого одно, речь ребенка другое. Речь героя реального одно, речь героя фантастического другое. И Шуберт находит все эти оттенки, чтобы показать. Кроме того, как происходит здесь? Представьте, ночь, темно, мрак, хоть выголи глаза. Ребенок скачет, ребенок, отец скачет на лошади. В город, где ребенка нужно спасти, где есть врач. Итак, темный лес, пустынная дорога, темнота, хлещет дождь, дует ветер. Вот такой пейзаж, пугающий, неповседневный, типичный для баллад. Так. Ребенок у него то ли на руках, то ли перед ним сидит, об этом не сказано подробно. И вот они скачут сквозь лес. И ребенок обращается к отцу. Отец, мне страшно, лесной царь зовет себе. И мы слышим монолог лесного царя, когда говорит, мальчик, иди ко мне, у меня будет хорошо, все замечательно. Но, естественно, отец не верит, потому что, это байки, это сказки про лесного царя. Все их знают, но никто его не видел. Фантастика. То есть здесь игра реальности и фантастики. Но для ребенка это он реальность. Он и видит. Почему? Ребенок болен, у него бред. Та болезнь, где возникают галлюцинации. Итак, лесной царь обращается к нему. Отец его не слышит, естественно, слышит ребенок. И он еще больше в страхе к отцу. Он опять меня к себе зовет, тянет. Отец его опять успокаивает. И так происходит 3 раза. 3 раза обращается лесной царь к ребенку. 3 раза ребенок обращается к отцу со все большим страхом, ужасом и отчаянием. И 3 раза отец пытается его успокоить. И вот конец. Подъезжают они к городу, к месту, к которому должны подъехать. И ребенок умирает на руках отца. Поздно. То есть лесной царь, получается, забрал его себе. Шуберт пока очень просто, я расскажу позже как, но здесь еще одна важная вещь. Помните, как Орфей добивается его от Фурии? Он все более настойчивый, упорный, он просит, умоляет, требует, все что угодно. Вот примерно так же показывает поведение лесного царя Шуберт. Он все более настойчив. Он умоляет, просит, доказывает, требует от ребенка. И он рисует перед ним удивительные, прекрасные картины той жизни, которую он будет иметь. Поэтому его характер, его состояние здесь меняется. А вот чувства ребенка отца неизменны. Все больше тревога отца и все больше отчаяния. Но одно отчаяние в музыке ребенка. Теперь, Шуберт и здесь считает, он делает вот что. Ведь нас музыка вызывает напряженность, волнение, страх. И нужно поддерживать каждую секунду. Шуберт так и делает. Фортепианная партия здесь и изобразительна, и выразительна одновременно. Она придает волнение, когда обращается отец, сын к ребенку. Она придает и радость, удовольствие. Да, когда говорит лесной царь. Он же понимает, что добьется своего. Никуда этот мальчик не денется, когда он денется, как говорится. Одновременно, девушки, эта музыка придает вот что. Движение. Движение по лесной дороге. Движение в скачке на лошади. Поэтому ритм скачки, скорость скачки звучат здесь постоянно. Вернее, почти постоянно, когда молчит лесной царь. Как только лесной царь обращается, все это исчезает. Мы полностью поглощены этой речью, этими словами.
Вот это находка Шуберта. Вокальная партия одновременно изобразительная, выразительная. Но оказалось, девушки, что передать ритм скачки необычайно трудно. Кто-нибудь из вас играл эту партию? Нет, понятно. Вас, возможно, тоже ждет, а может нет. Если ждет, заранее сочувствует. Безумно трудная. Это труднее сыграть, чем спеть. И из 100 концертмейстеров, может быть, 10 более-менее прилично сыграют эту партию. Она утомительна для рук. Репетиции в бешеном темпе. Вот, ла-та-та-та-та-та-там. Я уже не могу дальше. Вот в этом темпе нужно играть минут 5 репетиции аккордов или одного звука. Рука очень быстро или зажимается. Вот феноменально трудная партия. Как сам Шуберт играл, не знаю, но он играл ее сам. Так. И это еще не все. Напряжение остается не только пульсаты ритмические по второму аккорду в репетиции. Вот. Так. А постоянно звучащему внизу, в басовом регистре, взлетаешь стирать. Я сейчас тормажу, не успеваю. Должно быть. Ла-та-та-та-та. Пулеметная очередь должна быть. А потом появляются жесткие, плавно похоронные среди басы. Мрачная, угрожающая, напористая музыка. Вот так в нас остается чувство тревоги, страха, и оно поддерживается на протяжении всей баллады. Или когда лесной царь натевает рот, начинает петь, меняется музыка. Чтобы ставить контраст, Шуберт делает вот что. Итак, не только иная по характеру музыка лесного царя, беспечный, ему-то повторить, чего волноваться, он, знаешь, добьется своего. Шуберт меняет тональность, меняет лад, меняет ритм, меняет размер, меняет фактуру, меняет тип мелодики. У него она песенная. Ведь он, кстати, привлекательные райские картины будущей жизни этого ребенка, которого зовет к себе. А вот мелодия, где поют отец и сын, мелодия речитативная, она при интонации разговорной речи, отчаянной, напряженной. Это произведение ставит словно дачу перед исполнителем, не только перед пианистом, но и перед певцом. Почему? А потому что голос у него одного, но должен петь за трех. По сути, это спектакль, где один исполнитель в трех лицах. И здесь нужно играть интонацией. Ну а теперь давайте послушаем. Итак, Вальдкёник. Кстати, потом, спустя так лет 30, Ференц Лист делает блестящее фортепианное приложение этого произведения. Безумно трудно, что там еще нужно мелодию играть в довершение к тому, что пытался изобразить. Есть великолепные приложения для скрипки с фортепиано, но от этого работа пианиста легче не делается. Это также безумно трудно. Вот прикиньте на себя. Ступлин рисует пейзаж. Эту скачку бешеную по лесу ночному. Вначале от лица рассказчика, четвертый герой. Сейчас будет сын. Отец, мне страшно. Лесной царь зовет меня к себе. Да нет, что ты, мальчик, все в порядке, тебе показалось, послышалось, не надо пугаться. А сейчас будет лесной царь, Вальдкёник. Вот его, спокойная, ласковая музыка, зовущая. Другой ритм, фактура, тональность, лад, все другое. Сын в отчаянии.
Второе обращение лесного царя. Еще более красивая мелодия. Третьего их сына, уже в ужасе. Отец успокаивает. А теперь, прежде чем пойти в установке, я хочу предупредить вас, чтобы вы оценили находку Шуберта. Итак, это скачка, бешеная скачка. Как Шуберт нам даст понять, что все кончено? Зря отец спешил. Умер ребенок на руках. Помощь была уже не нужна, что лесной царь взял его. А очень просто. Звучит музыка, и вот последние буквально 4 такта стал до конца. Вот этот ритм скачки, эта пульсация, повтор звуков завершается. Просто обрывается. Резко стоит конь. Дальше тишина, никакого фортепиано, только голос. Издох доскакал, лишь мертвый сын лежал у него на руках. Вот таким простым способом. А теперь слушаем дальше. Опять обращение вальское к нему, к ребенку. Третье. Отец успокаивает. Сейчас доскачем. Все, кончилась скачка. Остановка. Вот их. Драматический исход. И младенец мертвый, на руках его лежал. Так. А теперь переходим к его великому изобретению, к вокальному циклу. Шуберт писал сотни песен, вы об этом знаете. Но он же впервые понял, что если взять песни и объединить вместе, объединить идеей, героем, сюжетом, то они могут быть более сильные впечатления на слушателя. Так родился песенный цикл. Повторяю, цикл песенный – это не просто любые песни, которые вместе, это сборник. Это песни, объединенные идеей, сюжетом, героем. Но кроме этого, чисто музыкальные способы объединения. Поэтому есть сборники песен, собрания песен, а есть циклы. У Шуберта только 2 цикла. Первый из них – «Die Müllerin», или, грубо говоря, по-русски «Прекрасная мельничиха». Так. И второй – «Зимний путь». Das Winterreise. А «Лебединая песня», о котором вы почитали или прочитаете в учебниках, это не цикл. Это сборник песен, составленный его друзьями после смерти поэта, куда вошли разные песни, ничего общего не имеющие. Итак, сборник песен. Но оцените название. С тех пор это название стало символическим в музыке. «Лебединая песня», то есть последняя песня, последнее произведение. Действительно, последним стало. Итак, Die Müllerin. Теперь, после Шуберта уже многие композиторы, хотя не все, писали песни как порознь, так и создавали 1, 2, 3, 4 цикла. Вот скажем, у Глинки знаменитый цикл «Прощание с Петербургом». Цикл не только песен, песен романсов. У Роберта Шумана несколько знаменитых циклов. «Любовь женщины», «Любовь поэта», «Мирты». У Йоханнеса Брамса есть циклы. У Эдварда Грига. У Антона Рубинштейна персидские песни. У Модеста Мусоргского все практически в циклах. Но начинайте это с Шуберта. Итак, Die Müllerin. Написаны стихи Мюллера. Мюллер поэт малоизвестный, если бы не Шуберт, мы о нем никогда бы не знали. Таких поэтов везде и всегда много. Почему же взял? Он не был другом Шуберта. Поэтому здесь не могло быть речь о просьбе.
А вот почему. Тот написал простые, бескутные стихи, но стихи, которые задели Шуберта, истории в них поведанные. Истории, которые он пережил сам Шуберт. Он ведь тоже был безумно влюблен, страдал от этого, но потом, помните, он беден, родители не хотели выдавать за него, ну и все такое. Так что бедняга. И он пережил свою юношескую драму первой любви, несчастной для него. А Мюллер это вот очень просто и естественно. Вот простотой, безыскусностью, естественностью стихов стихи Мюллера и привлекли его. Здесь даже, девушки, игра есть имен, слов. Почему? Мюллер по-немецки мельник. Цикл называется «Дешёный Мюллерин» на стихи Мюллера, мельника. Миллер по-английски будет. Теперь, он взял не все стихи на эту тему у Мюллера, он взял ряд стихов. И выслал в них такой единый цикл. Самое смешное, девушки, что в этом цикле, в общем-то, мельничихи нет. В каком смысле? От ее лица ни одна песня не поется. Есть лишь косвенный портрет ее глазами героя. Реальный герой это мельник, который не сам мельник, а подмастерье, помощник мельника. Юный мельник, так можно сказать. Он герой. Потому что здесь речь идет о юношеской любви. Да, несчастной, со страданиями, со слезами, с воплями и так далее, которые либо вы уже пережили, либо еще переживете. Так что заранее, конечно, соболезнования, помочь не могу ничем. Так и здесь. Но Шуберт первым показал это в песне, в жанре песни, в цикле, и показал это гениально. До сих пор поэтому эта музыка нас задевает, что всем это близко и понятно. По сути, здесь показан кусок жизни юноши. Вот он встал на ноги, оперился, стал самостоятельным, покинул отчий дом. Рано, 15-16 лет, не позже. Но отправился на поиск счастья своего места в жизни. Перед ним весь мир открыт. Решил пойти, куда глаза глядят, по наитию, по интуиции. Встретил какой-то ручеек, пошел вдоль него. Куда-нибудь добреду, до каких-нибудь деревни, дома и так далее. Добрел, мельница на реке стоит. Кажется, здесь нужна работа, замечательно, вот уже есть работа. Там же его поселят, и место есть. И оказалось, здесь еще есть красивая девушка, дочь мельника. И он в нее влюбляется, естественно. Так бывает и в жизни. И так влюбляется, и даже ему кажется, что его любит, он безумно любит, он счастлив, жизнь прекрасна, что еще надо? Все так замечательно сложилось. И вдруг замечаешь, что девушка к нему охладела, потом замечаешь, что у нее на шляпе зеленое перо и зеленая лента. Девушки, помните, Фрейшиц, так вот, зеленые ленты, зеленый цвет и перо. Это была принадлежность одежда охотников, их красивые формы. То есть, понимаете, она увлеклась другим, не им. А он охотнику не соперник. Тот же взрослый мужчина, сильный, мужественная профессия, красивая одежда. В общем, не соперником юноши. Он понимает, что все, он отвергнут, он не нужен. Он жутко страдает, он мучится. Он пытается девушку разжалобить, он пытается пристыдить, задеть ее чувства. Так вот, ничего не помогает, она его отвергает. Ну и что после? Конечно, жизнь не кончена. Чего жить после этого? Так решает он, так решают и решают миллионы юношей и девушек. И он решает покончить самоубийством, утопиться в этом самом ручье. Может быть, утопился бы, но ручей его отговаривает. Еще не вечер. Жизнь продолжается. Еще будет счастье, будет любовь. Вот хорошо нашелся ручей рядом, а бывает не находится, тогда все. Вот такая простая история, как сама жизнь. Так вот, и никто еще до Шуберта не догадался такой истории поведать, но одной песни для этого мало. Для этого нужен песенный цикл. Поведать эту историю и показать, как она может быть яркой, сильной, как волновать нас, заставлять переживать те же самые чувства, ощущения. Вот это вот гениальность. Теперь, в этом произведении, в этом цикле есть несколько героев. Да, вот этот юноша. Образно говоря, вернее так, формальности девушка, хотя, повторяю, ни одной песни у нее нет. Мы ее видим глазами его. Есть еще один герой, который мы видим глазами тоже юноши. Это охотник, соперник его, удачливый, счастливый. Но мы видим, повторяю, глазами юноши. Теперь, есть еще третий герой, но самый важный после юноши – это ручей. Конечно, девушки, это фантастика. Ручей не говорит, не бегает и не сидит. Но ручей показан практически в каждой песне. Ручей – это его спутник, которому нравится этот парень, который хочет быть его другом, который хочет на него походить, который хочет помогать, что он и делает. Почему я так подробно говорю? Да вот почему. Шуберт показывает, как в музыке каждой песни поведение ручья, его состояние меняется вслед за состоянием, чувством юноши. Он отражает своим обликом чувства юноши.
Теперь, раз есть ручей, естественно, Шуберт был вынужден делать музыку и изобразительную, конечно же, и выразительную одновременно. Вот здесь очень много изобразительности. И, конечно же, прежде всего, партия ручья показана партией фортепиано. Как нашел Шуберт приемы в песне Греткин за прялкой показать вращающееся колесо, монотонную, скучную, утомительную работу, так нашел новый прием, пока здесь журчащего ручья. И потом, сотни лет музыканты будут эти приемы Шуберта использовать. Использовать блестяще. Но, повторяю, все идет от него. Итак, ручей. Теперь, в чем еще был новаторство цикла, девушки? Шуберт доказал, что оказалась песня, как жанр. Жанр древний, самый простой. Песня, конечно, не ария. Но, что песня может придать почти что все доступные музыке образы. Лирику и сдержанную, спокойную, возбужденную и порывистую. И светлую, и восторженную, и печальную, и лирическую, и скорбную. Образы шуточные, образы сатирические, образы героические, образы драматические, бытовые образы и пейзажные. И все это одна песня. Так, теперь, если быть точным, ручей показан не только фортепианной партии, не только инструментальной музыки. Да, на 90%. Но в этом цикле есть песня, где повествование прямая речь идет от лица ручья. Эта песня так называется «Мельник и ручей». То есть там и в вокальной партии, в мелодика вокальной показана. Простите, показан у вас Шуберта. Ручья, да. Про Шуберта вспомнил, почему, девушки. Единственное, одной важной вещи. В каком-то смысле потом развитие жанра песни пошло по пути Шуберта, Б. Шумана. Поясню, что имею в виду. Для Шуберта главное в песне мелодия. Сказать, как же, мол, иначе-то? Девушки, сотни тысяч песен, где мелодия не главная. Где мелодии вообще нет. И эти песни любимы и известны. Это первое. Второе. Для Шуберта, вспомните, любая песня, любое вокальное, при ней это пара. Стихи, музыка, музыка, стихи. Так вот, для Шуберта главное в песне музыка, а не стихи. А возможно другой подход. Стихи, а не музыка. И такой подход широко распространен, имеет право на жизнь. Итак, музыка на первом месте, стихи на втором месте. В музыке мелодия на первом месте. Хотя есть много средств, с помощью которых можно создать образ. Помните знаменитую прелюдию Цедур из первого тома Хатекаси Басана Баха? Мелодии-то нет, а образ есть. И какой яркий. Поэтому не только мелодия, но для Шуберта главная мелодия. Так, теперь, девушки, разумеется, в песне мелодия рвать песенной, если такой Божий день. Но и в песне мелодия может быть и декламационной, и речитативной, и ариозной. И мелодия может быть смешением того и другого. Так вот, Шуберт широко смешивает песни мелодик речитативные, декламационные, чтобы передать своеобразие героя. Третье. Еще мелодии. Ну, хоть какую-то там песенку вы аккомпанировали кому-то, поэтому, возможно, живет смысл, что мелодия это у певца, а у вас аккомпанемент. Так вот, на самом деле это не так, господа. Да, очень часто партия фортепиано это партия лишь ритмической и гармонической поддержки мелодии. Вокально. Все верно. У Шуберта очень часто мелодия переходит из голоса в партию инструментальную, в партию фортепиано. Либо инструментальная партия сосуществует с партией в голосе. Возникает тогда уже не одна, а две мелодии. Вокально и инструментально. Они ведут диалог. Иногда они говорят в унисон, в том смысле, что одно чувство настроение выражает, иногда не спорит между собой. Как бывает, мы спорим между собой, один человек с самим собой. То есть нас обуревает разные контрастные чувства. Вот две мелодии разных, одна вокальная, другая инструментальная, это и отражают. Дальше. Теперь, мало того, что Шуберт, простите, вот еще, и последнее, что относится к этой теме. Шуберт в своих песнях, балладах, романсах и так далее считал важным мелодии, музыкой показать общее, господствующее, главное настроение стихотворения, стиха. А есть другой подход, который потом выработает Шуман. Когда мелодия и вообще музыка показывает не общее настроение, а каждое конкретное настроение, чувство, мысль каждого конкретного места стиха. Этой строфы, этой строки, этого слова. Когда музыка идет за словом, как привязанная к ней, как собачка. Это другой подход. У Шуберта был тот, который ему сказал. Вот почему
потом так будет отличаться музыка Шумана вокальная от музыки Шуберта. Вот почему есть два пути. Либо общее состояние, либо конкретное. Либо служанка, поэзия служанка музыки, либо музыка служанка поэзии. Разные подходы. Еще кое-что о Шуберте. Итак, Шуберт делает привычную строфическую форму, взяв ее в народном искусстве. Шуберт вырабатывает новую форму для песен, строфическую вариационную. Шуберт использует для песен теперь уже простые формы, простые трехчастные, простые двухчастные. Поэтому он создатель жанра вокальных миниатюр. Шуберт вводит в песни и более сложные формы. А. Рондо. Б. Свободные формы. И контрастно-составные формы. Вот в балладе «Вальдкёниг» сложный сплав. Контрастно-составной и рондальные формы. Такого сплава ни у кого не было Шуберта. Это его изобретение. Потому что необычное содержание. Вернемся теперь конкретно к этому циклу. Значит, заметьте, даже потому, что он пересказан, можно понять, как меняется настроение героев здесь. Героя, вернее, его юнош. Правильно меняется, Шуберт это показывает. И возникает контраст и между песнями, и между группой песен. Кроме того, здесь есть песни, показывающие его глазами других героев. Девушку, дочь мельника, и охотника, соперника. И, конечно, разными глазами глядит на них. Так, а еще есть, как слышали, ручей. Поэтому первые песни радостные, светлые, восторженные, ну, как у нас бывает в начале жизни пути, когда у нас еще разочарования нет, когда есть надежды, иллюзии, мечты. Вот еще нет иронии, скепсиса, мы еще во все верим, так и здесь. Поэтому, повторяю, очень радостная, веселенькая, сейчас минуточку, я забыл, в каком томе, придется по новой. Ну же. Да, нам надо сразу просить отдельно дешевую мелодию взять. Вот одна из самых знаменитых песен Шуберта с веселым названием «Девушка и смерть». Кстати, он потом возьмет эту мелодию и вставит в свой знаменитый квартет. И квартет получит тоже название. Maiden und Tod. Так, по-моему, будет по-немецки. Я забыл, как будет девушка по-немецки. Так. По-моему, тоже как по-английски. Mädchen, да. Это по-английски Maiden. Спасибо. Так. Постойте, мне казалось, я сегодня видел. Шиллер, Майерхофер. Вот тяна. Да что ж такое-то? Ну что ж, осталось без... Ну ладно. Не торопи меня поиск. Итак, девушки. Мало того, что эти песни нет с героем юноши, его историей. Эти песни объединяются еще драматургией. То есть такой последовательностью песен, при которой они становятся не самостоятельными произведениями, а звеньями в цепочке. А что же становится этой цепочкой, девушки? А нарастание. От начала к середине примерно цикла, к песне номер 10 под названием «Моя». Музыка все более радостный, восторженный, светлый, счастливый. Он верит, что любит, он верит, что его любит. Вернее, он любит и верит, что его любит. Поэтому первая кульминация песни «Моя» самая восторженная, радостная, светлая. Так. Потом характер музыки меняется. Все больше появляется музыки печали, грусти, горечи, сожаления. Почему? Он ревнует, он подозревает, что она его не любит. Перелом происходит в песне под названием «Любимый цвет». Почему? Потому что ее любимый цвет теперь зеленый, цвет охотника. Она и ленту носит, и платье уже зеленое носит. Так вот, отсюда, простите, я вас немножечко сбил, поправлю себя. Не отсюда, это уже итог. Это самая отчаянная, самая скорбная песня. Она будет дальше. А когда происходит перелом? А перелом происходит в песне «Охотник». Да. Песня ироническая, саркастическая. Там нет отчаяния, нет страдания, иронии, сарказма только. Кстати, это был тоже новым. Он, Шуберт, первым внес в песню эти образы. Не просто шуточные, а ирония, сарказм в состоянии. Это было новым. Так. И вот потом от этой песни под названием «Охотник»
дальше больше. Песни все более грустные, печальные, отчаянные. И вот одна из них это ревность и гордость. Это обращение к ней, к девушке. И это косвенный ее портрет глазами юноши. Он называет к ее чувству гордости. Мол, что ж ты, мол, за ним-то бегаешь? Так, ну, конечно, это руководит ревность. И вот в этом свойстве песни необычное. В остальных песнях, девушки, одно состояние, один характер. Они миниатюры, как положено в миниатюре. В песне ревность и гордость два состояния, контрастны друг другу. И ревность, и гордость. Как вот эти британская кинокартина по... Господи, как звали «Три сестер», английские писательницы, не помните? Забыл, ладно. Так вот, «Гордость и предубеждение» из британской кинокартины, отличная кинокартина. Так-то здесь. Итак, эта песня одна из немногих, где возникает разные контраст состояния. И вот вторая кульминация, как вы слышали, песня «Любимый цвет». Самая мрачная, скорбная песня цикла. Новая точка. И вот от песни «Моя» до песни «Любимый цвет» песня объединяется тем, что чем дальше, тем мрачнее, отчаяние, ужаснее. Так, дальше. Ну и дальше, как помните, он собирается покончить самоубийством. Все, жизнь кончилась. И вот ручей его говорит этого не делать. И приводит разумные доводы, которые мы приводили в этом случае своим друзьям или подругам, так и он. Все перемелятся, утро вечером мудренее и так далее. И все это чистая правда. Поэтому цикл не кончается мрачно и безысходно. Да, музыка грустная, но это, как говорят, светлая грусть. Это просто печальная музыка, но не скорбная, потому что появляется надежда. Вот такой драматургический план этого цикла. И последняя песня, вот в них возникает надежда, легкий свет в конце туннеля. Это песня, повторяю, «Мельник и ручей» и, о Господи, извините, провал в памяти. Ладно, исправлюсь. Ну а теперь начало. Первые две песни «В путь и куда». Итак, вышел из дому, все, иду. Ну и вдруг появляется, хорошо, иду, а иду-то куда? Вот в этих песнях появляется сразу же первый герой, вернее второй герой, ручей, который радостно журчит. И здесь Шуберт показывает находки в фактуре и в ритме. Сейчас открою. Так, итак, Дешон Мюллерин. Так вот, если содержание простое, Шуберт, недолго думая, использует обычную строфическую форму. Прозвучала строфа и дальше повтор. Стихи меняются, не меняется музыка. Это тогда, когда герой не сомневается, когда все ясно и просто. Чего-то думать, трясти, как говорится, надо. А вот когда нужно будет показать тончайшее себе настроение, изменить отношения, вот тогда и форму будет послушаем. Итак, возник вопрос, куда идти? Здесь впервые музыка говорит беспокойство, как оно было бы у нас, когда мы не знаем, на что решиться. Итак, вторая песня, куда? Заметьте, ручей журчит еще более напряженно, быстро, стремительнее. Пытаясь совладеть с собой юношу. Пойдем в мою сторону, идем со мной, куда идти к вам? Красивая мелодия. Можете заметить, что здесь не одна мелодия, а две, не одна тема, а две. Почему? Там в строфической форме первой песни
Строфа была периодом с одной темой. Здесь в строфе простая двухчастая форма, две темы. И возникает уже диалог юноши и ручья. Один сомневается, а другой зовет с собой: пойдем со мной, куда я теку. Поэтому, видите, и мелодии-то разные, чтобы возникло ощущение диалога музыкального. Итак, нашел ты мельницу, нашел работу, нашел кров, тоже нашел свою любовь, все прекрасно, замечательно. Итак, он верит, что он счастлив. Вернее, он счастлив, он верит, что он любит. Сам-то он любит. Полный восторг. Одна радость. И в душе невольно полились песни, как шутил один герой исторический. Поэтому кульминацией этих чувств становится песня «Моя». Это первая кульминация и единственная светлая. Музыка радостная, восторженная, праздничная. Ему хочется на весь мир кричать своих чувств, как бывает с нами в этом случае. Так поступает и он. Итак, теперь, в этой песне он использует уже более сложную простую трехчастную форму. Почему? А потому что серединка этой песни, ее портрет его глазами влюбленного человека. Она, разумеется, прекрасна. Воплощение всех достоинств, идеалов. Она совершенна. Но самое-то главное, что он верит, что она его любит. Поэтому она моя, поет он. И вот это выражение повторит много-много раз. Соответственно, раз много раз это выражение в стихах повторяется, много раз эту музыкальную фразу тоже повторяет Шуберт. Да. И это еще не все. Чтобы, ну, это как бывает, когда вы хотите поделиться радостью. Много раз. Все, ура, замечательно, так вон. Чтобы подчеркнуть эту фразу, чтобы мы ее запомнили, Шуберт здесь заменяет обычные песни интонации на движение по звукам аккордов. Победное. Да. Там будут такие ходы. Фанфарные. Так. А когда музыка, начальная часть придет в середине, простой трехчастной формы, музыка становится нежной, восторженной, потому что это ее портрет его глазами. То есть увидим ее только косвенно, напрямую никогда. От лица девушки песни здесь не будет. Итак, первая кульминация цикла, серединка цикла, песня «Моя». Быстрое движение, ре мажор, одна из самых солнечных, оптимистичных тональностей. Он переполняет восторг. Серединка. Ее портрет его глазами. Реприза. Так. Ну вот. А теперь он видит зеленую ленту на ее платье, подарок охотника. Он начинает страдать, переживать, ревновать. И вот первое проявление, его монолог, обращенный к охотнику. Повторяю, необычный цикл тем, что, будучи лирическим, на 90% он содержит в себе музыку не просто смешную, шутливую, а ироническую, издевательскую. Опять же, Шуберт, как музыкант, точно подмел эту вещь. Когда мы хотим кого-то свои чувства, мы хотим его задеть как можно сильнее, уязвить больнее. Вот так поступает и он. Он издевается над охотником. Там есть такие слова, что ж ты, пришел в город, в дом, вот, и со своей, значит, щетиной, бороду хоть бы сбрил, там, снял бы свою шляпу, а то как медведь валиваешься. Примерно так. Вот, вступай в лес, там тебе место, со своими собаками, ружьями, рогами. Примерно это. Музыка пронята иронией и насмешкой, и еще такой скрытой горечью. Поэтому Шуберт здесь
в этом месте вводит такие сильнодействующие средства. Во-первых, он вводит жесткие диссонансы секунды в партии фортепиано. Там звучит, например, представьте. Восходящая секвенция, вот это повторяет секунды. Дальше, это еще не все. Как нам показать и музыкой, что он обращается к охотнику, а не вообще к кому-то там, как вот Бауэра по-немецки крестьянину. А Шуберт делает вот что. Он использует здесь, в этом произведении, примеры, приемы, приметы так называемой охотничьей музыки. Вы слышали это в опере «Фрейшиц» Вебера. Это быстрое движение, шестидольный метр, так, и движение вверх и вниз по звуку аккорда, золотой ход валторны. Речь идет об охотнике, к нему обращение. Итак, песня «Охотник». Und lass deine Füchsen im Walde stehen, und lass deine kläffende Hunde zu Haus, und lass auf dem Vorne den Saus und Raus, und schere vom Kinde das lustige Haar, und freut sich im Garten das Trägergewahr, und schere vom Kinde das lustige Haar, und freut sich im Garten das Trägergewahr. Ну и дальше будет повторение того, что было. И вот песня, где происходит перелом, теперь вызывает к ней, обращается, повторяю, к ее чувству гордости и к жалости к себе, наверное, тоже. Итак, ревность и гордость. Это одна из самых больших песен наряду с песней «Мельник ручьи». Это одна из двух песен, в которых выражено не одно состояние, а два контрастных чувства. Так, это песня, которая выражает его чувства и одновременно ее портрет его глазами. И еще, чем необычно. Да, здесь лирика есть возбужденная и элегическая. Одновременно в этой песне девушки есть скерцозная музыка. Почему? Он ее пытается задеть. Вот когда мы кем-то обижены, пытаемся кричаться, мы пытаемся задеть человека. Даже обидеть его словами какими-то, чтобы зацепить. Вот так поступает и он. Поэтому здесь возникает элемент иронии. Когда он обращается к нему, не слишком ли поздно ты возвращаешься домой? Порядочные девушки в это время не ходят уже по улицам, как идешь ты. Вот такие слова. Вот здесь возникает ирония. Но в душе все клокочет. И вот еще любопытно. Шуберт употребил здесь вот какой прием. Он будет плешон. Прием контраста между словом и делом. Наверняка, между словом и музыкой. Когда слова говорят одно, а музыка другое. Это как, знаете, в жизни наши слова говорят одно, а наше поведение, наш взгляд, интонация совершенно другое. Противоречие. Когда мы пытаемся скрыть свои чувства. Но они вылезают. Вот так и здесь. Настоящего чувства, негодование, ярость, обиду выражены здесь фортепианные партии. Очень напряженные, очень выразительные, бушующие чувства. Взлетающие вверх-вниз пассажи гаммообразные. Ну, прямо как в сонатах Бетховена. А в стихах этой обиды, ярости, гнева нет. Итак, ревность и гордость. Вот. Вторая часть. Вот. Заметьте, мозг стал насмешливо ироничный. Меняется ритм, меняется фактура. Почему? Он обращается к ней. Вот. Что же ты сразу бежишь в город, когда там появляется охотник? Что же так поздно возвращаешься? Вот где звучит это. Вот здесь ирония, насмешка, попытка задеть. Здесь ревность тоже срабатывает. А вот теперь вторая кульминация, и кульминация скорбная. Это песня «Любимый цвет». Когда мы понимаем, что теперь любимый цвет зеленый. Все, он отвергнут, он нелюбим, и он страдает.
Возникает мощный контраст этой песни с окружающим миром, особенно до. И Шуберт делает эту песню такой скорбной, вот каким приемом, девочки. Во-первых, она очень медленная, ну, рядом с охотником или с рядом с скоростью. Во-вторых, в ней он использует знаменитую тональность после Себастьяна Баха, черную тональность, си минор, ха-моль, тональность скорби, отчаяния. Потом, на душе у него безнадежность, простите, в душе у него безнадежность. Все, ничего не сделаешь, не изменишь. И вот эта безнадежность, безысходность, опять же, Шуберт с приемом, найденным Себастьяном Бахом. Это многократный повтор одного неизменного звука и аккорда. В этой песне от начала до конца звучит, знаете, вот как капает что-то. Вот, слушайте. И вот так всю песню будет звучать. Один и тот же звук, неизменный, как ноющая зубная боль, которая не прячется, не уходит до конца. Колоссальный действует прием. Поэтому один и тот же звук, это называется органный пункт. Но при этом повторяется многократно. И это еще называется остената ритм и остената фактура. Вот так ощущение безысходности. Все, ничего не исправишь, не изменишь. Грустная песня. Итак, любимый цвет. Так, немножко на кнопочку нажал. Дай это посмотреть, что мы успеем. Вот здесь появляется большое вступление, печальное со слезой. А еще есть много ярких диссонансов между мелодией и аккордами, между вокальной мелодией и инструментальной. Успеем. И вот «Мельник ручей». Напоминаю, это одна из двух самых больших песен цикла. Это одна из двух песен, где возникает внутренний контраст, состояние, чувства. И еще эта песня, это сценка-диалог мельника и ручья, юноши и ручья. Итак, один хочет топиться, все кончено, жизнь потеряна, жизнь ужасна, отвратительна. Другой пытается успокоить, убедить, не надо этого делать. Поэтому для этой песни Шуберт использует простую трехчастную форму, где первая часть и третья часть – это голос юноши, середина – голос ручья. Но есть еще одна особенность. Девочки, вы проиграли немало пьес в простой трехчастной форме, знаете об этом или нет. Так вот, в простой трехчастной форме третья часть – это повтор первой, реприза. Что из этого? А вот что. Здесь, ну представьте, вас долго уговаривают, объясняют, что не так все. Вы начинаете сомневаться в спроте своего решения, намерения, начинаете поддаваться, колебаться. Правильно? Так и юноша. Поэтому реприза здесь необычная. Хотя это повтор музыки в первой части, но повтор необычный. В этой репризе Шуберт сплавляет музыку середины, где говорил ручей, уговаривал юношу, и музыки первой части. Юноша сам говорил. Такие репризы называются синтетическими. Это первый пример. То есть она уже не такая скорбная, как в начале, но и, конечно, не такая спокойная, как в песне «Ручья». Девочки, как будет «Ручей» по-немецки? Молодцы, не забыли, все правильно. Так вот, это уникальный случай, потому что во всех изданиях этой песни надпись по-немецки «Der Müller он», «Der Bach», «Ручей» в середине говорится. Диалог Мюллера и Баха, как говорится. Вот здесь-то впервые мельник, ручей, думает и чувствует не то, что юноша, его герой, а иное противоположное. Там узко светло, он пытается успокоить. Возникает яркий контраст. Вот теперь послушаем. Итак, «Мельник ручей». Вот вступление. Первая часть — музыка юноши. Все, жизнь кончена. Одни страдания остались, мучения. Так зачем такая жизнь?
61-я часть. Кстати, девушки, приношу извинения за неточность. Здесь трехчастная форма, непростая и сложная. Вот сейчас кончится первая часть. И вступит ручей. Начнет успокаивать, уговаривать, убеждать. Смена минора на мажор. Появляется пульсация ритмическая в партии фортепиано. Просветление. Извините, здоровался. Итак, прочитайте разбор песен на стихи Гёте. Раз. Вокального цикла Дишани Миллерин. Так, список песен указан в известном вам месте. Завтра мы продолжим. Завтра будем изучать второй вокальный цикл под названием «Зимний путь», «Винтеррайзе». На сегодня, девушки, все. До встречи.